Деревня Ашиваны Устишимского района – это одно из татарских сел, которое пострадало при весеннем паводке. Как видим, некоторые улицы до сих пор остаются в воде. Теперь обратим внимание вот на эти заборы. Судя по следам, вода здесь была выше моего роста. Большая вода пришла в Ашиваны ночью 8 мая. Утром по улицам передвигались уже на лодках. Затопило 80 участков. Это половина деревни. Масштабы бедствия показывают Василию Шейхразиеву. Под водой оказалась и часть кладбища. Напор воды был очень сильный. Сначала в первый день мужики в Броднях переходили дорогу, а меня даже в Броднях не взяли, потому что поток был очень сильный. И вы не могли удержаться? И я боялись, что меня не удержит. Сейчас окна, двери домов открыты настежь, на заборах развешаны ковры, на участках сушится домашняя утварь. Пока одни проветривают комнаты, другие подсчитывают убытки. Фундамент в трещинах, стены и полы покрылись плесенью. Потрескалась фундамент и с той стороны. Том, как сказать, наклон дал в эту сторону. Даже двери не закрывались. Я к сыну уезжала в Ханты-Мансийск. Но он не отпускал, говорит, увидишь, да, говорит, в обморок упадете. Это столько вода стояла, сами видите. В доме Люции Хамитовой вода поднялась почти на 2 метра, строили 10 лет. В негодность пришла даже печь. Кирпичи промокли. Такая тут разруха была. Все валялось, все утонуло. В этом году тоже думали, что они затопят. Просто так будет, как в 17 году. Сейчас стараюсь помогать всем, чем могу. Наши отцы, прадеды тут жили, мы тоже хотим тут. На старости куда поедешь? Нам надо дома свои мыть, да? А воды-то нету. О своих проблемах сельчане рассказали Василию Шейхразиеву. К тем, у кого вышли из строя печи, помогут специалисты. Чтобы проработать каждый вопрос, предложили формировать индивидуальные заявки. Сейчас важно вычистить дворы от мусора, чтобы не допустить инфекций и выбросить испорченную бытовую технику. Все электроприборы, которые оказались под водой, даже не мучайтесь, за них фактически месяц было там, от них надо избавляться. И это тоже будет учтено при оказании помощи. Наша задача к октябрю отопительного сезона практически, чтобы все вернулись дома. Это уже татарская деревня Эбаргуль. Здесь затопило 60 участков. Вода начала уходить только спустя месяц, на прошлой неделе. Передвигаются на болотоходе. Вода и на дорогах, и в огороде. Местами уже зеленеет. В огород ничего не могли бы садить. Вот что. Вот что, наверное. Ничего не могли садить. Вода, все, грязь, все. Негде выгуливать и лошадей. Для развития деревни важно сохранить их поголовье, говорят на собрании жители. Татарстан готов помочь с кормом и сеном. Обещали решить проблему с клубом. Клуб, естественно, тоже затопило. Из имущества спасла только оборудование, вывезла, смогла. На уровне, на который мы поднимали, пытались всю мебель поднять, оно все равно утонуло, оно все равно уплыло. Стены все обрушены, полы пришли в негодность. На днях в Эбаргуль должна приехать комиссия и оценить ущерб. После этого жители смогут получить дополнительные выплаты из федерального бюджета. Пока единовременно им выдали по 10 тысяч рублей. Какая будет оценка? Говорят, то 50 тысяч дадут. У кого что пропало, если оценят 100 тысяч кому-то. Вот такие. Ну, на 100 тысяч и на 50 тысяч что сделать? Вся надежда на гуманитарную помощь. У сельчан нет даже питьевой воды. От Всемирного конгресса татар в Омскую область было доставлено 2 фуры с предметами первой необходимости. В ближайшее время привезут стройматериалы. Помощь дойдет до каждого соотечественника. Рузаль Шарипов, Наиль Абдуллин, ТНВ, Омская область.